сделать revolve. Проецируем. Удаляем. Не нужна. И делаем revolve уже. Хотя нет, можно сначала сделать fit curve. И тут достаточно второй степени. Делаем revolve. Отображаем наши кёрвы. Опять наш меш назначен не туда, куда надо. F6 проецируем. Делаем трим. И трим конверт. Один спан, 7 степень. Назначим сюда. Так, проверяем. Тут все совпало. Так, смотрим. Сюда. Строим филет между, точнее бленд вот этот. Бленд. Нам нужно G2, G2. Здесь и здесь. Auto-recalc. И можно попробовать. В принципе, и этого нам достаточно. Где вы посмотрели на... Вот. Немножко, конечно, хочется подтянуть наш бленд. Тогда мы отклонимся от первоначальной поверхности. Но это можно исправить, выделив вот эту поверхность, включить относительно нормали. Hull мы будем двигать. И смотреть, как изменяется наш бленд. Вот Hull. Вполне неплохой результат. Проверим на совпадение. По идее должно все совпасть четко. Потому что все до этого было настроено очень тщательно. История нам не нужна. Итак, остались пару штрихов. Так, что сейчас нужно проверить? Во-первых, из-за того, что это 10-я часть, вот здесь она будет соединяться не вот этим ребром, а вот этим же отраженным. Поэтому нам сейчас нужно проверить, как они совпадают с отраженной стороной со своей.
Нам нужно 4 штуки и 72 градуса. И вот эта часть будет у нас mirror по плоскости ZY. И теперь нам нужно настроить совпадение вот здесь. Здесь все вроде бы отлично. Ну, в принципе, ничего настраивать и не пришлось. Крупное везение. Ну, здесь. Сэкономлена куча времени. Так. Поехали дальше. Что нам нужно строить теперь? Последнюю фигуру вращения. Это вот эту поверхность. Сих до сих. Назначим. Curve и Surface. Назначим на наш Default Layer. Эта Curve нам больше не нужна. С этой мы сейчас будем перестраивать. Так, опять проекция. Лишнее удаляем. И делаем Remove. Тут сразу видно, что она даже сделалась без. Так. Удаляем лишнее. Сделалось без. Да что ж такое? Без спана по вот этой координате. Итак. Отрезаем 10-ю часть. Трим. Trim конверт. Ее можно, эту команду. Она у нас уже вынесена сюда. Назначим на другой слой. Скрыть. Проверяем. Девять. 36. Все совпадает. Двигаемся дальше. Осталась последняя очень важная поверхность. Так, это мы тоже сейчас немножко сделаем Extend.
Осталась последняя поверхность. Вот это. И приступим к уже построению наших самых главных филетов. Итак, нам нужно построить кривую, потом, привязавшись к ней, вот до сих пор. И еще парочку. Чтобы как бы поймать вот это поверхность направления. Итак, строим нам 2 плюс generation, одна рельса. Убираем generation curve. Go по вот этой рельсе. Эти curve можно скрыть здесь. Surface назначить на наш default layer. Итак, в таком виде она нам, конечно, не нужна. Нам нужно ее перестроить. Перестроить мы с одним спаном. Except. И здесь достаточно второй степени. Чтобы ее можно было проще контролировать. Здесь ее нужно довести до пересечений с вот этими кривыми. Команда extend. Так, тут сразу можно поправить slide UV. Выбрать CV. Sensitivity поставить меньше. Чтобы быстрее двигать. Сделаем более ровную. Итак, снова extend. Снова slide. И extend с этой стороны. Так, вот так будет выглядеть наша. Нужно поправить еще, конечно, слайды. Вообще изначально, скорее всего, она плоская была, поэтому нам здесь особо мелочиться
не стоит. Этого нам вполне достаточно. Видим, что тут мы попали нормально. Итак. Строим первые филеты. Скроем все ненужное, отобразим меш. И вперед. Перед этим лучше сохраниться, потому что все это дело очень капризное. Филет. Вот эта поверхность с вот этой стрелочки показывает правильно. Build. Так. Радиус. Нам section type нужно G2. AutoRecalc. И мы практически всем то, что нам нужно. Это видно. Мы попали как раз. Так, continuity check. И желательно попробовать extend сделать чуть-чуть дальше. Вот до сих пор, чтобы мы смогли нормально сделать трим. Вот здесь. Смотрим. Кажется, что мы не попали, но ориентируясь на вот эти секции, я считаю, что лучше оставить так. Дальше двигаемся. Теперь филет вот этой поверхности. У нас она не отображена. Вот этой поверхности. И вот этой снова. Стрелочки показывают все правильно. Что здесь? Здесь. Видно, что лучше сделать extend. Сначала сделать untrim, потом делать extend вот этой, чтобы продлить наш радиус. Итак. Это нам надо скрыть. Смотрим. Значит, мы не попадаем в стык вот сюда, хотя они должны попадать. Можно попробовать изменить section type с радиуса на хорду. Это даст нам возможность 6 радиусом 6. Первый радиус и второй.
хорда 6. Вот таким образом мы попадем здесь в общую точку. Я на это надеюсь. Так. Следующий филет. Следующий филет. Здесь. Это первая, это вторая. Стрелку вверх. Слишком большой радиус. Ну, я думаю, это можно оставить. Так, теперь нам меш не нужен. Все наши филеты были сделаны в слое с мешем, поэтому Surface выделяем. Назначаем их на Default Layer. Скрываем Mesh. Так, теперь нужно сделать трим всех вот этих частей. Удалим историю. Она не нужна. И сделаем трим. Сначала Intersect Curve. Значит, вот эта поверхность должна пересекаться с вот этой и вот этой. Делаем трим. Вот эта поверхность должна пересекаться с вот этой. Тут уже кривая на поверхности создана, поэтому делаем трим. Так. Тут похоже, что мы немножко не доехали. Или доехали. Да. Чуток мы не... Вот это предупреждение он нам и показывал, что, ну, что у него есть Curve on Surface, но она не доходит до ребра. Итак, здесь можно сделать проще. Спроецировать по нормали на вот эту поверхность. Стоять у нас тут уже есть Curve on Surface. Ее можно тоже просто продлить и сделать трим. Почему он не хочет его делать? Итак, трим есть. Дальше. Вот этот филет нам нужно пересечь с
этой поверхностью и вот этой. Делаем трим филета. Лишние пока Curve and Surface нужно поудалять, чтобы они нам не мешали. Так, сейчас сделаем трим вот этой поверхности. Что нам здесь нужно? Нам здесь нужно спроецировать пересечение этой поверхности с нашими главными, образующими диск. И спроецировать по нормали на вот эту поверхность наши филеты. И сделать трим оставшейся части. Да, вот то, что нам нужно. Лишнее удалим. Дальше. Дальше. Вот этот филет отрежется от этой поверхностью. И теперь последние две поверхности так. Ага. Еще осталось одна поверхность. Проецируем по нормали. И делаем трим. Тут она не доходила до ребра. Так, отображаем все, что у нас осталось. Это нам пока не нужно. Сейчас мы будем работать с вот этой частью. Ее нам нужно будет обрезать. Итак, видно, что здесь наш филет немножко не доходит до туда, до куда он должен доходить. Попробуем его. Так, extend. Проверим, не нарушилось ли. Нет, все на месте. Заново трим. И смотрим, где у нас пересекаются эти поверхности. Значит, в принципе, у нас практически идеальное сносное такое пересечение, которое мы можем сейчас довести до хорошего результата. Так, первое, что нам нужно сделать, это мы вот тут отрезали лишнего. Как это исправить? Значит, нам нужно duplicate curve. Вот это. Выделить это curve, выделить эту surface. Спрятать все ненужное. Нам нужен вот этот кусочек. Делаем команду untrim. Проецируем по нормали
вот эту поверхность. Вот эту. Curve удаляем ненужное. И смотрим. Нам нужно отрезать вот эту зелененькую. Зеленая, потому что на ней еще лежит история. История нам не нужна. Отрезать ее вот здесь. Это делается вот этим инструментом. Выделяем ту часть, которую нужно оставить. Нажимаем Go. И показываем то, чем ее нужно резать. Вот теперь можно сделать команду trim заново. И у нас этот кусочек останется. Смотрим, что у нас получилось. Вот мы получили то, что хотели. Так, как отрезать ровно вот эту часть? Можно создать кривую. Curve вот здесь. Здесь. И сделать rail one generation and one rail curve. Это будет gen. Это будет так. Эта curve нам не нужна. И вот самая хитрость. Берем эти две плоскости, две поверхности. Включаем intersect с этой. Это она нам не нужна, она была вспомогательная. И делаем команду trim. Вот наш результат. Вот наш mesh. И видим, что совпадение вполне приемлемое. Поехали дальше. Surface оставляем. Теперь нам нужно вырезать вот этот кусок на главной поверхности и сзади. Это мы сделаем, спроецируя сюда по нормали вот эти кривые. Project и trim. Точно так же и с этими поверхностями. Выделяем их. Project. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Project. Trim. Keep. Вот наш результат. Вот наш mesh.
осталось создать филеты вот здесь и сзади внутри там этот, и писать сюда отверстие для крепления диска. Так. В первую очередь лучше построить внутренний филет. Потом все остальные. Так. Что нам для этого нужно сделать? Для начала попробуем. Так. Здесь единица. Будем строить радиус равный единице. Точнее, это хорда. End у нас edge align, start edge align. Bezier surface, explicit control. И увеличим степень. Это нам не подходит. Вариант. Так. Попробуем сделать вот этим инструментом. Радиус 1. Chain select. Auto recalc. Single surface. И automatic. Он нам построит tube pipe. И автоматически сделает трим наших поверхностей. Этой же tube можно отрезать и вторую нашу часть. Итак, intersect вот этих двух поверхностей вот этой tube. Можно спрятать наш темп. Итак, здесь что у нас получилось? Теперь простым блендом вот здесь уже допускается, в принципе, на таких мелких радиусах и спаны, и все что угодно. Тем более мы заморачиваться над этим сильно не будем, чтобы не тратить кучу времени. Но в принципе end нам нужно просто connect, start edge align.
если не получается такие действия. Видно, что здесь уже совсем уж практически все ровно. Можно оставить. Итак, я долго заморачиваться с этим не буду. У вас, если есть желание, вам и карты в руки. Можно здесь попробовать поставить единицы. Explicit Control нам тоже, в принципе, и не нужен. Continuity Check. И можно построить даже сразу всю поверхность. Сделать Undo. Change Select. Вот таким образом. Результат вполне приемлемый. Дальше мы таким же способом, как и отрезали наш этот кусочек, и заполним вот это отверстие. Так. Дальше строим. Удаляем историю, чтобы она нам не мешала. Можно попробовать построить филет. Автоматически. Это первая поверхность. Это вторая. Все правильно. В принципе, довольно сносный результат. Это можно видеть на зебре. И остался последний филет. Опять же, лучше удалить историю, что он может удалить построенный нами только что. Итак, филет. Это поверхность. Это. Раз, два и три. Не хочет этого строить. Возможно, из-за вот этой дырочки. Скроем все ненужное. Делаем Untrim. Спроецируем по нормали на вот эту поверхность. Вот эту кривую. Вот это вообще можно удалить. Эту поверхность скроем. Это тоже скроем. И сделаем трим заново. Все получилось. Итак, еще раз. Филет. Это вовнутрь. И это вовнутрь.
на этом моделирование диска Walias практически закончено. Осталось построить поверхности крепления диска. Опять же, удалим историю. И приступим к моделированию отверстий для крепления диска. Значит, как я уже говорил, нам желательно создать поверхность 6 симметриями, а не 5, как здесь, или 10, чтобы было удобней моделировать вот это отверстие. Итак, можно попробовать даже обойтись и без трим-конверта, а просто сделать фигуру вращения и в ней сделать 6 таких отверстий. Итак, поехали. Наверное, нам вот эта поверхность Edit Ungroup. Можно все сделать. Edit Ungroup, чтобы не было лишних групп у нас не создавалось. Вот эти все бленды были отдельно. Итак, как нам сделать, отрезать эту поверхность? Мы используем вот этот инструмент. Go. Теперь у нас эти поверхности независимы от остальных. И наши действия просто командой revolve по оси Y. Go. Первую, вторую и третью создать. Это мы вскроем temp. Проверим continuity. Это, конечно, не есть хорошо. Тогда что нам остается делать? Temp visible. Этот blend. Surface назначим назад на default layer. И будем делать все здесь. Edit duplicate object. Go. Можно, кстати, попробовать еще один трюк. Так. Вот эти все серфисы. Оставим остальное, скроем. Перейдем в наш Left View. Создадим Curve. Эту Curve мы Duplicate
5 раз, чтобы у нас их было 6 с 60 градусами. И выберем здесь самый ровненький участок для нашего нашего отверстия под так. Вот это нам подходит. Итак, создадим сначала окружность. Здесь, в принципе, можно и попытаться вручную подставить созданный круг. Scale. Эта точность нас вполне устраивает. Curve assign сюда. Mesh нам больше не нужен. И мы видим, что если мы вот эти curve rotate edit group rotate вот так вот отрежем эти две surfaces, спроецируем view, еще раз surface, проецируем это, trim, discard, что не то, trim, вот это и вот это keep. В чем дело? Все правильно. У нас отрезалась лишняя часть. Так, вот это мы скинем все равно в наш темп. Все остальное удалим. И попробуем edit duplicate object go. Смотрим, что у нас из этого получилось. Вот curvature попала только здесь. И опять же мы не попали. Ну и ничего страшного. Хорошо. Будем работать тогда с остальными поверхностями не отрезанными. Итак, все вот эти surface можно удалить. Из темпа вытащить наши default layer, скрыть темп, скопировать их, девять раз по 36 градусов. Таким образом
сохранив все наши continuity. И продолжим работу уже с ними. Так, эти герои нам не нужны. Нужно вот это. Edit, Duplicate, Object 5 раз по 60 градусов. Ага. Она скопировалась вокруг своего пивота. Это нам не нужно. Нам нужно Move Pivot вот сюда. Edit, Duplicate. Вот так. Curve. Перейдем в вид сверху. Отобразим наш mesh. И двигаем до. Вот начало наших, дно наших отверстий под крепление. Переходим. Скрываем mesh. И дальше используем Draft Tool. Go. Показываю. Вот так. В принципе, нам эти кривые больше не нужны. Драфт у нас образовался с пивотом в центре, поэтому мы его сможем быстро duplicate, удалить историю и начать делать филеты. Перед этим лучше сохраниться. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что вот такие вот все проблемы с непопаданием с простым револвом, скорее всего из-за того, что у нас очень маленький масштаб. Но масштабировать эту модель мы не стали, потому что ее после моделирования, скорее всего, пришлось бы возвращать, допустим, в сцену с тем же автомобилем и там делать рендер. Конечно, можно было использовать масштабы кратные там 10, но нужно справляться с такими задачами. Итак, филет, поехали первый. Первый сет поверхностей. И я думаю, даже можно и вот эти выделить. Вот это, так, это вовнутрь и это вовнутрь. Build. Так, результат вполне. Здесь можно не чередовать, а на свой выбор использовать хорд или радиус. Сравнить построение того и другого. Оба они строят вполне приемлемо. Но хорд в данном случае немножко чище. Поэтому я, в принципе,
за то, чтобы оставить хорд. Так, поехали дальше. Первое, это второе. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Желтая вовнутрь. Этого внутрь. Хорда. Next. 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 И последнее. Вот как выглядит наш результат. Так, копируем. Удаляем историю. Ungroup. И копируем наш основной диск. Так. Его можно, кстати, сгруппировать во время копирования, чтобы не мучиться с выделением. Edit Duplicate Object. Нам нужно 4 штуки по 72 градуса. Go. Вот это нужно Edit Duplicate Mirror по YZ plane и Edit Duplicate Object. Вот финал нашего диска. На этом урок заканчивается. Успехов вам в моделировании. Всего доброго.